Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Президент Абхазии Аслан Бжани обсудил с депутатами Народного собрания ситуацию в энергетической отрасли страны. В частности, речь шла о принятии законопроектов, которые предусматривают внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, а именно усиление мер ответственности за незаконную добычу криптовалют. Президент обратился к депутатам с просьбой поддержать их. Законопроекты предусматривают и такую меру, как конфискация оборудования, и если это потребуется, уголовную ответственность. Аслан Бжани попросил парламентариев не откладывать столь важный вопрос в долгий ящик и рассмотреть его как можно быстрее. Одними силами Черноморэнерго или МВД этот вопрос не решить. Нужна слаженная совместная работа, подчеркнул президент. Дорогие друзья, я вас приветствую. Вы очень хорошо проинформированы о том, что у нас сложилась тяжелая ситуация в энергетике. Меры, которые предпринимались, должного эффекта не дали. Требуется принятие дополнительных мер. Суть этих мер состоит в следующем. В части, которая имеет отношение к уважаемым депутатам, к парламенту. В понедельник мы будем вносить законопроекты и просили бы вас их поддержать, имеющие отношение к усилению мер ответственности в Кодексе об административных правонарушениях. Там штрафные санкции будут многократно увеличены за деятельность, связанную с незаконной добычей майнинга. Это первое. Там будут предусмотрены меры по конфискации оборудования. И дополнительная мера, если это потребуется, если это будет рецидив, это мера уголовной ответственности. Документы поступят к вам в парламент. Это ваша прерогатива. Я хотел бы, чтобы вы это изучили и, не откладывая в долгий ящик, проблему рассмотрели. Силами одного ведомства, Черноморэнерго или Министерства внутренних дел, эту проблему решить не удастся. Здесь нужна слаженная совместная работа. В связи с этим я вас пригласил и просил бы вас в этом плане поддержать. Следующий вопрос. Я собирал руководителей правоохранительных органов, в том числе по этой проблематике. У нас есть ряд проблем в работе правоохранительных органов. Тот орган, который мы с вами создали, контрольная палата, вот есть документ взаимодействия контрольной палаты с Генеральной прокуратурой. За этот период нам 38 материалов передано в Генеральную прокуратуру, в правоохранительные органы. По 38 материалам, по 32 отказан материал, по 6 материалам определенная работа проведена. Ущерб, который нанесен теми, кто занимается противоправной деятельностью, оценивается больше, чем в миллиарды рублей. Ни одного рубля государству не возвращено. В настоящее время ни один человек в местах лишения свободы не находится. Значит, необходимо тоже посмотреть, почему так происходит, и необходимо, я просил бы вас в этом плане поддержать усиленные правовые меры изменения, значит, в некоторые законодательные акты по противодействию коррупции. Это очень важно. Понимаете, это проблема, которая нам очень серьезно мешает. Тут объективный материал есть у вас, вы еще раз все взвесьте, посмотрите. Вот в этом плане тоже я рассчитываю на вашу поддержку. Ряд законопроектов лежит там, надо было бы их посмотреть, может видоизменить, что-то добавить, но это проблема, которая над нами висит, ее надо будет решать. Мы не можем оставить ее без внимания, она такая важная. Вот в этом плане тоже просил бы вас. И еще один вопрос, на который я хотел бы акцентировать, на котором ваше внимание. В 2019 году в парламент был направлен законопроект о противодействии организованной преступности. Он тоже, к сожалению, до сих пор не рассмотрен. Я вас просил бы тоже на этот документ обратить внимание. Тоже не откладывать в долгий ящик. Это то, что от нас ждет наша общественность. Это то, что хотят наши граждане. Принять справедливое решение, которое поможет нам в борьбе с этим злом. Расширенный репортаж со встречи президента с депутатами Народного собрания смотрите после выпуска Амшикшара.
Ситуация в энергетической отрасли страны обсуждалась также на совещании, которое провел Асламбжаня с членами правительства и главами администрации городов и районов республики. Президент отметил, что в целом по стране прирост потребления электроэнергии по сравнению с 2019 годом составил 21%, что вызвано незаконным подключением к электросетям оборудования для майнинга криптовалют. Асламбжаня поручил в каждом районе создать штабы под руководством глав районных администраций, в которые также войдут районные прокуроры, начальники милиции и энергетики. Если до следующей пятницы по районам не обозначится устойчивая тенденция на снижение потребления электроэнергии до уровня потребления 2019 года плюс 5%, всем членам штабов будет вынесен строгий выговор, а в следующий понедельник они будут уволены. Будем действовать таким образом. В районах создаются штабы. Организацию работы, общий контроль осуществляет глава администрации района. В штаб входит начальник милиции, прокурор и энергетик. Сегодня до конца текущих суток вы приезжаете на свои рабочие места, проводите встречу, соответствующие министры дают поручения своим подчиненным. Первое заседание штаба. Вечером докладываете об этом исполняющим обязанности премьер-министра и главе администрации президента, о том, что заседание штаба состоялось. Каждый день в 10 часов утра делайте соответствующий доклад ее напрямую премьер-министру и главе администрации президента. До следующей пятницы, в течение недели, если по районам не обозначится устойчивая тенденция на снижение потребления, 2019 год плюс 5%. Это норматив, к которому вы должны прийти. Если этого не будет, все, глава администрации, начальник милиции, прокурор, энергетик, строгий выговор. В следующий понедельник увольнение с работы. Решение этой проблемы возлагать только на Министерство экономики и Министерство внутренних дел – это неправильно. Все знают в селах, главы администрации сел, кто этим занимается. За неделю вы должны ситуацию взять под контроль. Я уверен, что в большинстве случаев это возможно и будет сделано. Ситуация чрезвычайная, меры предпринимаем чрезвычайно, удивляться не надо. На совещании у президента временно исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии министр финансов Владимир Делба отметил, что после окончания действия ограничительных мер может возобновиться образовательный процесс. В этой связи, по его словам, необходимо рационально использовать электроэнергию, чтобы не столкнуться с проблемой нехватки электричества, когда дети пойдут в школу. С учетом ограничительных мер по защите населения, Аслан Георгиевич, по вашему распоряжению, у нас пока еще закрыты учреждения образования и культуры, но эти ограничительные меры бесконечно не могут действовать. И вот с учетом предпосылок, что, возможно, будет предложение, исходя из данных, которые мы за последние дни получаем, какие-то меры могут быть ослаблены и, возможно, возобновится образовательный процесс, и это открытие всех учебных заведений, работа театров, учреждений культуры и других, спорта. Это дополнительные нагрузки на сети. К этому надо быть подготовлены. И в это время мы еще все будем получать переток. Поэтому здесь я вот тоже хотел бы обратить на это внимание. Потом мы столкнемся с другой проблемой, что вот в школе нет света и так далее. Это совсем будет сурово. Между тем, таможенники пресекли очередную попытку ввоза майнинга оборудования на территорию Абхазии. Как отмечается в сообщении Государственного таможенного комитета, в зоне таможенного контроля должностным лицом таможенного поста ПСО было остановлено и досмотрено транспортное средство, управляемое гражданином России. В результате досмотра в багажном отсеке было обнаружено незадекларированное и запрещенное к ввозу на территорию Абхазии оборудование для майнинга криптовалют в количестве 7 единиц. Материалы по данному административному правонарушению переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК. Исполнению распоряжения правительства республики, ограничивающего деятельность по добыче криптовалюты в Абхазии, были посвящены совещания, которые провел глава администрации города Сухум Беслан Эшба. Подробности в материале пресс-службы администрации города Сухум.
Беслан Ишба напомнил о персональной ответственности должностных лиц администрации Сухума по исполнению распоряжения, ограничивающего деятельность по добыче криптовалюты. Глава столицы потребовал каждый понедельник докладывать о проведенных мероприятиях по выявлению мест, где работает оборудование по добыче криптовалюты. Всячески пресекать деятельность до момента, пока ограничительные меры не будут сняты. Прошу вас выявлять, проводить постоянные рейды, мониторинг по выявлению мест, где производится, где работает оборудование и производится добыча криптовалюты. Сразу предупреждаю всех тех, кто работает в администрации, несете персональную ответственность. Беслан Ишба с сожалением констатировал, что из-за деятельности криптофирм страдают законопослушные горожане. Частыми стали отключения электричества из-за перегрузок сетей, а отключение электроэнергии ведет и к другой проблеме – отсутствию воды в кранах. Мы видим, как обеспечивается наше население города электроэнергией. По мнению специалистов-энергетиков, причиной тому работа майнинговых ферм. Мы сделать должны все для того, чтобы добиться результата. Жалоб очень много, мы все это знаем. Это отражается на обеспечении воды города, потому что когда отключают свет, отключаются и наши насосные станции. И получается, нет света, нет воды. Мэр Сухума, заметив, что в обществе бытует мнение, что электрики участвуют в подключении незаконных майнинговых ферм, обратился к руководителю энергетической комиссии при администрации Леону Кварчия провести совещание в СУЭС и предупредить о персональной ответственности каждого, кто будет участвовать в незаконном подключении. Будут выявлены или той или иной информации. Управление внутренних дел нам в этом поможет потом смотреть и стыковать информацию. Никто не поможет. Будем действовать очень жестко. Вы должны давать информацию, где, возможно, может стоять майнинговая ферма. Поэтому от вас очень много зависит. Много говорили о том, что так или иначе электрики участвуют в подключении, переподключении и так далее. Леон Гурамович, под вашим председательством, как руководителя энергетической комиссии города, провести совещание в Сухумском управлении электросетями, предупредить о персональной ответственности каждого, кто будет участвовать в этом процессе. Начальник СУЭС Тимур Джинжоли сообщил, что у энергетиков есть возможность отследить, в каком из районов повышается нагрузка на электросети. Мы видим нагрузки наших фидеров отходящих, мы знаем, где они у нас возросли, в каком направлении надо идти, в каком районе надо искать, ориентировочное представление у нас есть. Обращаясь к руководителям домоуправления, глава города заметил, что им может быть известно, где, возможно, могут стоять майнинговое оборудование, так как знают расположение зданий и сооружений на своем участке. Лучше вы поработайте все вместе, дружно, для того, чтобы выявить эти места и довести до населения, тех, кто пользуется этими машинками, что в данный момент это запрещено. Это должно быть для всех. Участников совещания интересовал вопрос правомочности проникновения в частные домовладения проверяющих групп из числа работников СУЭС. Вы нам дайте информацию, а мы будем с этим работать. Зайти в дом вас без нас никуда не пустят. Я поеду с начальником УВД города, и я посмотрю, как меня не пустят домой, где будут работать машинки. Раз так пойдет разговор. Начальник УВД Сухума Астамур Хагуш сообщил, что будут проводиться как подворовые, так и поквартирные обходы. Замглавы столицы Автандил Сурманидзе высказал идею провести собрание жильцов. Когда мы что-то требуем от города, от президента, мы сознательно должны подойти к этому. Жители нашего города не знают, где что у кого стоит. В этом они нам должны помочь. И только так мы можем поправить положение. На совещании было решено организовать горячую линию, чтобы люди сообщали о местах, где установлены майнинговые фермы. Граждане могут звонить по телефону 226 55 16 в рабочие дни с 9 до 18 часов. Конфиденциальность гарантируется. Второе совещание было проведено с участием управления, организаций и учреждений подведомственных городу. Беслан Ишба напомнил, что все подразделения министерств, ведомств, местных администраций городов и районов категорически не имеют права располагать на подведомственных территориях оборудование для добычи криптовалют. В категорической форме не имеют права располагать на своих территориях оборудование для добычи криптовалют. Даже в тех помещениях, которые переданы в аренду. Хочу вас предупредить, вы все получите в канцелярии сегодня уведомление в письменной форме, где будет предупреждение о персональной ответственности. Если такое имеет место быть, то надо расторгнуть договора с ними,
Вот ввиду того, что введены такие ограничительные меры. Еще раз вас хочу попросить всех и предупредить, что у нас потом разговор не получится. Замглавы руководитель энергетической комиссии при столичной администрации Леон Кварчи сообщил, что будет проведена инвентаризация на вверенных администрацией территориях на предмет выявления незаконно установленного оборудования. В случае наличия подобного оборудования или в случае наличия такого оборудования на предоставленных вами в аренду посторонним лицам помещениях, договоры аренды надо расторгнуть и проконтролировать демонтаж и вывоз оборудования. То есть вам необходимо вначале провести инвентаризацию для того, чтобы убедиться в том, что действительно на территориях ваших предприятий отсутствуют подобные аппараты, подобные установки. Приглашенные на совещание участники отмечали, что проблема приобрела такие масштабы, что, возможно, надо привлекать все правоохранительные структуры республики. Беслан Ишбо указал на существование правового вакуума, что не хватает нормативной базы для наказания тех, кто занимается майнингом. Глава города поручил Леону Кварчи осуществлять постоянный мониторинг и сбор информации, рейды и выезды на хозяйствующие субъекты, которые заняты предпринимательской деятельностью, МУПы, муниципальные учебные учреждения и так далее, чтобы убедиться, что в них нет установок по добыче криптовалюты. О результатах докладывать каждый понедельник. Первый отчет должен быть готов к 25 января. Мадина Абганова, Амра Амичба, Давид Авицба, пресс-служба администрации города Сухум. Специалисты СУЭС полностью устранили повреждение кабеля на линии Синоп, которое произошло вечером 19 января. В течение 2 дней электрики сумели найти и отремонтировать один участок. Поиск другого участка завершился лишь на 3-е сутки. Теперь восточные районы столицы и часть центрального будут меньше ощущать перебои с электроэнергией. Для городских вводов это будет облегчение, естественно, потому что с Синопа мы можем передать большие токи, и нагрузки уменьшатся в городе. Должно быть меньше отключений. А так у нас проблемы с тем, что у нас по городу идет перерасход порядка. Ну, у нас 10 с мелочью там мегаватт должно быть. У нас в день улетает 12 мегаватт. У нас перегруз идет. Поэтому вводят ограничения. Больше суток не было света и в большей части Гудаутского района. Ремонт поломки на линии Гагарское шоссе в Гудауте затянулся из-за технических сложностей, которые возникли с техническими деталями процесса устранения аварии на линии. Авария была устранена только к половине 7 вечера 22 января. Энергетики не исключают, что после подачи электроэнергии могут возникнуть и другие проблемы на линии, для решения которых понадобится еще какое-то время. Также 22 января в результате обрыва шлейфа на воздушной линии Гагра 110 киловатт без подачи электроэнергии остались подстанции Гагра-1, 2 и 3. В республике введен режим временного управления бюджетом, при котором исполнение бюджета осуществляется по расходам на основе ежемесячного доведения до получателей бюджетных средств в размере, не превышающем 1/12 от объема показателей отчетного года. Это связано с тем, что проект закона госбюджета Абхазии на 2021 год не принят парламентом. Как это отразится на жизнедеятельности государства? В чем основные претензии законодательного органа страны, не проголосовавшим за госбюджет? На эти и другие вопросы в интервью абхазскому телевидению ответил временно исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии, министр финансов Владимир Делба. Министерством финансов был издан приказ о введении на территории Республики Абхазия режима временного управления бюджетом. Подобные мероприятия способствуют стабилизации бюджетной системы, недопущению значительных кассовых изменений. Но вместе с тем хотел бы обратить на определенные особенности при исполнении бюджета текущего года. В текущем году дело в том, что законодательство позволяет исполнять бюджет при отсутствии его закона по параметрам отчетного года, предыдущего года, и в объемах, не превышающих 1/12 бюджетных параметров. С учетом этого бюджет одного года не может быть зеркально похож на бюджет любого другого года. Это, конечно, приводит к определенным сложностям при исполнении бюджета. Есть потенциальный риск несвоевременного получения заработной платы в районах республики.
Это вот одна часть проблемы. Но, несомненно, учитывая, об этом я уже говорил, учитывая особую значимость, важность и приоритетность расходов, в том числе социальных и защищенные статьи бюджета, несомненно, Министерство финансов будет обеспечивать выплату, будет находить инструменты, механизмы законодательно закрепленные. Дело в том, что нам придется перераспределять отдельные бюджетные назначения. Актуальное интервью с исполняющим обязанности премьер-министра Абхазии, министром финансов Владимиром Дылба смотрите после выпуска Амшикшара. Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя Абхазии на 1 января 2021 года составила 7398 рублей, сообщается на сайте Госкомстата Абхазии. В прожиточный минимум входят продовольственные товары на сумму 5060 рублей, непродовольственные товары 1450 рублей, платные услуги, налоги и обязательные платежи 887 рублей. Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 4,6%. Нугзар Логуа назначен внештатным советником президента Абхазии по вопросам культуры и науки. Выпускник Тбилисской государственной академии художеств Нугзар Тичикович в разные годы работал преподавателем живописи в Сухумском художественном училище. Был председателем Союза художников Абхазии, министром культуры. С 1996 года он преподает в Абхазском госуниверситете на кафедре изобразительного искусства. Работы Логуа хранятся в Национальной картинной галерее Абхазии, в частных коллекциях многих стран мира. 28 лет назад, 22 января 1993 года, Республика Абхазия и Приднестровская Молдавская Республика подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Этот документ положил начало для установления межгосударственного взаимодействия, заложив необходимую основу для развития и укрепления двустороннего сотрудничества между двумя странами. Договор стал ярким отражением обоюдного стремления наших народов развивать взаимоотношения по различным направлениям. Абхазо-Приднестровское межгосударственное сотрудничество демонстрирует высокий уровень взаимопонимания, стремление к расширению контактов на разных уровнях и обладает значительным потенциалом. Существующая динамика отношений вселяет твердую уверенность в необходимость выстраивания дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами. Убеждены, что общими усилиями повестка Абхазо-Приднестровского межгосударственного взаимодействия будет активно реализовываться на благо наших стран и народов, отмечается в пресс-релизе МИД Абхазии. Министерство внутренних дел провело совещание, посвященное итогам работы госавтоинспекции. Подробности в репортаже пресс-службы МВД. 22 января заместитель министра внутренних дел Республики Абхазия Беслан Чкаду провел отчетно-плановое совещание по вопросам деятельности подразделений госавтоинспекции МВД. На совещании присутствовали руководители и личный состав Центрального аппарата управления ГАИ, начальники отделов госавтоинспекции территориальных подразделений МВД и стационарных постов ДПС. Отчет о проделанной работе за 2020 год представил начальник управления госавтоинспекции МВД Абхазии Батал Агарба. В своем докладе Агарба привел статистику нарушений правил дорожного движения с анализом соотношений категорий правонарушений данного характера за аналогичный период предыдущего года. Первый и основной вопрос касался проблем дорожно-транспортных происшествий. Погибших в ДТП в 2020 году у нас 57 человек. Это недопустимая цифра для нашего государства. Причина этому, наверное, прежде всего, наша с вами слабая работа. Работа выполнена немало, усилий вы прикладываете много. Но все эти выявленные протокола, все эти штрафы и так далее, все это сводится на нет, потому что основной нашей задачей является сохранение жизни наших граждан, наших водителей. В целях повышения безопасности автотранспортного движения и предотвращения ДТП заместитель министра внутренних дел поручил взять на особый контроль положение на дорогах республики, усилить выявление и справедливо наказывать злостных нарушителей правил дорожного движения. Перед нами стоят большие задачи по снижению смертности на дорогах. Если мы это не сделаем, если мы не выполним эту задачу, то мы здесь работать не будем. Поэтому прошу вас
обратить особое внимание на эту проблему. Начальники подразделений госавтоинспекции, городских управлений и районных отделов внутренних дел также отчитались о проделанной работе на вверенных им территориях. Значит, с этого дня каждый из вас находится не в кабинете, вы выходите вместе со всем личным составом ГАИ на дорогу. Вся ваша работа, которой у вас немало, я это тоже прекрасно понимаю, основной акцент мы делаем все на безопасность дорожного движения. По итогам совещания заместителя министра внутренних дел даны руководителям служб конкретные поручения по устранению имеющихся недостатков в деятельности госавтоинспекции, а также усилению работы в части предупредительно-профилактических мероприятий. Запланированная на 23 января акция в поддержку президента России Владимира Путина перенесена на неопределенный срок. Такое решение принято по итогам совещания главы администрации Сухума Беслана Эшба с организаторами акции, председателем русской общины Абхазии Романом Рязанцевым и атаманом Черноморского казачьего войска Абхазии, членом Общественной палаты Абхазии Вадимом Мироненко. Мероприятие перенесено в целях сохранения здоровья граждан республики до нормализации эпидемситуации в стране. В Министерстве туризма подвели итоги конкурса на разработку логотипа туристического бренда страны. Экспертный совет из отобранных на предыдущем этапе конкурса работ путем голосования выбрал одну, которая и будет представлять Абхазию. Репортаж Шазины Ханагуа. Экспертный совет конкурса оценивал представленные проекты с точки зрения их значимости для развития и продвижения туристического бренда Абхазии в мире туризма. По мнению членов конкурсной комиссии, бренд должен выражать принадлежность к культурным и историческим ценностям нашей республики, а также улучшить узнаваемость страны в мире. Стилистика именно художественного оформления, да, она никоим образом не впечатляет меня лично. Я сейчас говорю только о своих личных ощущениях. Ну вот это, допустим, тоже на майке, это непонятно будет, что это. На автобусе тоже непонятно, что это. Честно говоря, значит, это мое, опять же, личное мнение. Вот эта картинка. Если вот смотреть на все остальные бренды, я бы сказал, что эта картинка даже в какой-то степени, быть может, более информативна. И по своей стилистике оформления, да, вот по стилистике именно логотипов, может быть, казалось бы, что достаточно даже не хуже, чем все остальные европейские, там, итальянские, испанские, не хуже выглядит. Но тот же мандарин у меня в первую очередь, да, вот тоже меня негатив вызывает, именно мандарин. Мандариновая республика, не знаю, как-то, да, солнечно, все интересно, красиво, картинка, но смысловая нагрузка меня не очень впечатляет. Я бы, допустим, или переделать что-то. Вот, допустим, горы, море, Enjoy Абхазия, вроде бы очень даже неплохо все это смотрится. А вот мандарин, тоже чуть-чуть, немножко не айс, грубо говоря. Что касается третьего бренда, сухой. Вот мое определение – сухой бренд. Сухой, невкусный, да. И слишком простой, нет какого-то там тепла за этим знаком, по моим ощущениям. Конкурс Министерства туризма Абхазии на логотип туристического бренда проходит с 15 ноября 2020 года. Всего было принято 54 макета. Авторы попытались отобразить то, что вызывает ассоциативный ряд с нашей страной. В конкурсе приняли участие профессионалы и любители. Из 54 работ было выбрано 10 работ экспертным советом нашего конкурса. Из 10 работ, которые проходили общественным голосованием, открытым голосованием. У нас конкурс международный, потому голосовать мог любой желающий. Осталось 3 работы. Мы бы хотели, чтобы мы сегодня все вместе решили, какая работа могла бы представлять Республику Абхазия в печатных изданиях, в сувенирных изданиях, на разного рода
туристических площадках по всему миру. Я считаю это очень важным. И мы надеемся, что выбранная работа, если она до конца даже не отвечает всем условиям, мы после того, как мы выберем, мы можем, как мы и обусловили в первом этапе, мы можем обратиться к автору данной работы, чтобы он доработал. В итоге экспертным советом конкурса была выбрана работа под названием «Enjoy Abkhazia» – «Насладись Абхазией», но с учетом того, что автор будет дорабатывать свой проект. Из этих 3 вариантов был отобран один вариант, который в дальнейшем будет дорабатываться. Конкурсная комиссия преподнесла нам дополнительные дополнительные техзадания, то есть поставила, чтобы мы связались с авторами и доработали тот вариант, который они выбрали. Готовый вариант будет после того, как автор доработает уже выбранный конкурсной комиссией вариант, и публично мы его наградим, то есть его приз будет выдан, и также опубликуем и презентуем новый логотип туристический. Наличие бренда в стране дает возможность продавать продукт намного дороже и эффективнее. Но зачем нужно брендирование территории, понимает не каждый. Дело в том, что любая страна обладает своими особенностями, которые можно рекламировать и продвигать. А хороший бренд всегда поможет преобразить страну, регион или город. Он создает новый канал общения, положительную реакцию мира и становится инструментом для бизнеса. Шазина Ханаго, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Распоряжением главы столицы Беслана Эшба с 11 января введен временный график работы Центрального продуктового рынка и вещевого рынка Сухум-Прибор. Заместители главы администрации Сухума Автандил Сурманидзе и Леон Кварча провели на рынках инспекцию на предмет соблюдения санитарных норм. Подробности в репортаже пресс-службы столичной администрации. Дни работы центрального рынка, согласно введенным ограничениям, торговые работники и посетители рынка обязаны носить маску, и в магазинах должна быть соответствующая дистанция между посетителями. Уважаемые, давайте дистанцию как-то будем держать. Кто не в маске, пожалуйста, оденьте маски. Контролер центрального рынка Роберт Будпа отмечает, что работники рынка придерживаются ограничительных мер. Сложнее с посетителями рынка, которые иногда реагируют негативно на замечание надеть маску. На вопрос, многие ли работники рынка болеют, он ответил, что пустующие места в торговых рядах – это места сотрудников, которые болеют коронавирусом. Наши работники все выполняют. Остальных, кто пришел, мы ничего не можем сказать. Мы предупреждаем, говорим, они делают свое. Мы говорим, предупреждаем, что сказать. Мало народу сейчас стало, очень много болеет. Смотрите, где закрыто, где черные закрыты, они закрыты. Они не болеют, правда, что болеют, не проходят. Это правда, это правда. Некоторые продавцы высказали пожелание добавить дни работы рынка, так как товар у них скоропортящийся. У нас с цветами очень тяжелое положение. Суммы большие, и закрытие рынка у нас, как видите, очереди здесь тоже нету. Хотя бы сделали нам через день, хотя бы в цветочном ряду. Вообще на рынке день там обрабатывают, день давали работу, потому что очереди нету. Людей очень мало. Наша просьба просто, чтобы у нас понедельник, вторник, среда для нас, для рыночных, очень неудобно, уже вообще-то ничего. Лучше тогда рабочие дни и выходной. Четверг, пятница, суббота хотя бы. Заместитель главы администрации отметил, что работать нужно пока по установленному режиму. Дальше будет видно. Нужно понять и поддержать врачей, которым пришлось оставить свои семьи, героически месяцами спасать жизни людей в госпитале, сказал Автандил Сурманидзе. Врачи просто героически они спасают людей. Мы их должны понять. Мы должны разгрузить. Люди месяцами свои семьи не видели, работают и днем, и ночью. Мы тоже их поймем. Просто сейчас вынужденная мера, надо потерпеть чуть-чуть. В супермаркете «Кормилица» администратор Сабина Куртаглы поделилась, что в дни, когда приезжают автобусы из деревень, сложно запускать людей в магазин по двое. Они начинают в очереди ругаться и толпиться возле двери. На улице они начали ругаться, они говорят, вы не пускаете, они там, говорю, как если толпятся возле нашего входа. Просто все кучкой собираются, вы когда проезжаете, можете это увидеть. Заместитель главы администрации Автандил Сурманидзе отметил, что если они хотят работать, то обязательно нужно соблюдать все предписанные нормы. Вы должны контролировать в любом случае. Поставьте. Но это ваши проблемы, пожалуйста, проконтролируйте, поставьте молодых ребят. Я знаю, я несколько раз сюда заходил. У вас более-менее здесь нормально, вы соблюдаете и социальную дистанцию, и масочный режим.
так и продолжайте. Вы же работать хотите же. Ну, конечно, мы же мы на хотим, благо да. города, на благо наших людей же все делаем. Заместители главы города также проинспектировали, как проходит рейд сотрудников милиции по выявлению нарушителей ограничительных мер в общественном транспорте. Просьба, требование уже для всех было озвучено. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим. С пассажиров тоже требуйте. Вы за рулем находились без маски. Да, пожалуйста. Это вам не нужно, это не чья-то прихоть, это для вашей же безопасности, для безопасности пассажиров. Заместитель начальника ОВД по городу Сухум Нукзар Чичба отметил, что ежедневные рейды показали, что практически в полной мере соблюден масочный режим. По его словам, редки случаи, когда у пассажиров нет маски. Проводим рейды ежедневно на выявление нарушений распоряжения президента. Могу заявить, что масочный режим соблюдается практически в полной мере. Пассажиры, водители, единицы, которые тут же одевают маску. Но у них оговорка, мне дышать трудно. По итогам инспекции Автандил Сурманидзе отметил, что на сегодняшний день люди с пониманием стали относиться к ограничительным мерам. На мой взгляд, дела пошли на улучшение. Люди с пониманием начали относиться ко всему этому. Потому что если мы все эти меры не будем соблюдать, завтра у нас все может закончиться очень плачевно. Вы сами прекрасно знаете, врачи, наши медики героически спасают наших граждан. Им надо помочь, надо дать какой-то промежуток. И я думаю, что такими темпами, тихо-тихо, у нас в конечном итоге результат будет положительный. Карантинные меры, введенные 12 января распоряжением президента, будут действовать до 10 февраля. Элана Какаля, Давид Авец, пресс-служба администрации города Сухум. В начале этой недели в прибрежной полосе республики выпал первый снег. Заметно похолодало. Температура воздуха опустилась до минусовых значений. Какая погода ждет нас в ближайшее время и что готовит последний месяц зимы февраль, нам рассказала начальник отдела гидрометеоэкологического мониторинга Института экологии Асида Ахсалба. На данный момент температура у нас повышается. С сегодняшнего дня практически мы замечаем. В ночное время мы еще ожидаем понижения температуры, но в пределах только значения заморозков. Это порядка где-то -1, -2. В прибрежной зоне порядка 0, -1. Потепление будет иметь место и в дальнейшем. Примерно где-то с четверга погода будет меняться в сторону выпадения уже именно дождей, то есть осадков. В частности, я речь веду о приморской зоне Абхазии. Конечно, в предгорных горных районах будет продолжаться у нас выпадение снега. Февраль ожидается у нас также более холодным, чем предыдущие годы. Порядка средняя температура 8-10 градусов. Это, считайте, на 3-4 градуса ниже, чем в прошлом году. В выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов, днем 5-10 градусов тепла. Температура морской воды 10 градусов. На этом информационный выпуск Амши Ушара подошел к концу. Всего доброго, до свидания.